Итак, ассаламу алейкум, дорогие друзья, хайли кеннар кадриль дуслар, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня с вами я, Руслан Айсин, на канале Совета Татар Мира. Всех причастных мусульман поздравляем с праздником Курбан-Байрам. Всех благ, желаем мира и того, чтобы все мы были в истине. И сегодня у нас в гостях уважаемый эксперт, социолог, человек, который хорошо знает Татарстан, исследовал его, Игорь Александрович Яковенко, и он согласился с нами поговорить как раз о суверенитете Татарстана, как Татарстан в 90-е годы его добивался. Ну и к этому у нас, кстати говоря, сегодня еще одна очень важная символическая дата, 27 мая 1920 года была официально образована ТАССР, Татарская автономная советская социалистическая республика, которая тоже в какой-то степени была формой государственного оформления татарского народа. Игорь Александрович, приветствую вас. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Добрый вечер. Здравствуйте. Я приветствую вас и присоединяюсь к поздравлениям с праздником аудитории вашего канала. Спасибо большое. Ну вот мы, дорогие друзья, ни в коем случае не подгадывали этот день, просто так график совпал у Игоря Александровича, но все равно вот присутствие этих двух дат, оно в крайней степени символично, потому что 1920 и потом 1990 годы, когда Татарстан 30 августа объявил парламент Татарстана, тогда Верховный Совет, принял декларацию о государственном суверенитете, и спустя 2 года был проведен референдум в 1992 году, и вот Игорь Александрович тогда в составе, во главе социологической группы изучал настроение жителей Татарстана на предмет как раз их отношения к суверенитету. Вот не могли бы вы, Игорь Александрович, поделиться своими впечатлениями и насколько в действительности народ Татарстана желал и чаял, на ваш взгляд, этой свободы и независимости? Вы знаете, это одно из тех исследований, которыми я горжусь, потому что нам удалось, мы действительно провели масштабное исследование в Татарстане, были опрошены более 1000 человек, порядка 2000, даже ближе к 2000 человекам, в большинстве, не только в городах, не только в Казани, но и в сельской местности, в крупных городах Татарстана. И я могу сказать, что мы не только убедились, мы с точностью до 1% предсказали результаты референдума, и я убедился в том, что вкладывают люди в этот референдум, что это не какой-то был вопрос о там, федерализации, да, то есть не какой-то статус какой-то автономии или культурной автономии, а это было твердое желание большинства народа Татарстана, причем, что характерно, как татар, так и русских, ну, татар в большей степени, русских в чуть меньшей степени, но все равно твердое желание большинства народа Татарстана выйти из состава Российской Федерации и строить отношения с Российской Федерацией как с другим государством на основе международного права. И это было именно так. Вот именно так воспринимался вопрос. То есть суверенитет не так, как иногда это говорится о том, что вот давайте, как сейчас некоторые вот мои коллеги по политэмиграции воспринимают будущее России. Но вот будущее России это должна быть парламентская республика с, так сказать, с высоким уровнем федерализации. Нет, вот в то время и Татарстан, и многие другие регионы России воспринимали себя вне состава Российской Федерации.
Татарстан точно, здесь я могу сказать, опираясь на данные исследования, практически большинство, почти две трети считали, что надо выходить из состава Российской Федерации. Мы знаем, что дальше было. Дальше федеральная власть ломала фактически татарстанскую власть через колено. Я должен сказать, что когда мы провели это исследование, и это исследование появилось на телевизионном канале, в частности, на НТВ, значит, очень сильный был попытка окрика из Кремля. В частности, я тогда был одним из руководителей Республиканской партии России, и один из сопредседателей, значит, Володя Лысенко, он тогда очень представлял сильно Кремль, и он тогда просто пытался вообще чуть ли не запретить журналистам публиковать результаты нашего исследования. Естественно, это было невозможно. Я тогда просто сказал: Володь, мы за что выступаем? За свободу слова или за цензуру? Поэтому это стало известно. А потом уже результаты, собственно, референдума, они полностью подтвердили правоту нашего исследования. То есть Татарстан, значительное большинство именно народа Татарстана, а не только татар, выступали за выход Татарстана из состава Российской Федерации. Очень много по этому поводу было шума, крика: куда же вы, как же вы, ведь у вас нет, так сказать, границы с другими государствами, как же вы это будете? В конце концов, знаете, никогда не говори никогда, все когда-то бывает первый раз. Как будем, так будет. То есть народ Татарстана принял решение. А потом произошло насилие. Такое же насилие, как по отношению к Чечне, но только не в открытой военной форме, а в политическом давлении. И я должен сказать, что настроение, меня часто упрекают, когда я говорю об этом публично, что никуда эти настроения не делись. Значит, настроения, я должен сказать, что они сохранились твердо в таком виде до конца 90-х, это точно, и до начала нулевых. Потом они оказались в таком законзадавленном состоянии. Я хорошо помню, как я в бытность уже генеральным секретарем Союза журналистов России приезжал в Татарстан, и когда меня из уважения как генерального секретаря Союза журналистов России посадили в президиум, то из зала были возмущенные голоса. А с какой стати представитель России сидит у нас тут в президиуме Союза журналистов Татарстана? Так сказать, здесь это понятно, что я говорю: ребят, господи, я не против, я могу в зал сесть. Но в целом настроения были именно такие. Россия – это другое государство. То есть эти настроения сохранились. Сейчас они задавлены, безусловно, но они находятся в спящем режиме. В спящем режиме, который при определенных условиях очень легко разбудить. И у народа Татарстана есть историческая память, есть память о 1552 году, так сказать, о том моменте, когда Татарстан лишился своей государственности. И эта историческая память, она никуда не делась. Никуда не делась. Поэтому я думаю, что Татарстан в конечном итоге вновь обретет свою государственность. Дай-то Бог, как говорится. Игорь Александрович, при этом в Москве, вы находились в то время, ведь было сильное противодействие и в среде так называемых либералов, да, потому что мы помним отчетливо, как очень многие сначала предлагали суверенитет проглотить, сколько сможете, а потом начали говорить, что нет, вы неправильно поняли. Я помню, приезжал Шахрай, он в последние годы в Татарстан был такой частый
гость в Татарстане. Он говорил, время такое было, друзья, простите, вот так надо было. Но он же грозил, кстати говоря, Шаймиева в деревянной клетке привести, там как Пугачева на Красную площадь. Вот с чем было связано, на ваш взгляд, такое очень двойственное отношение новой российской элиты к Татарстану и в целом к свободе республик? Вы знаете, это когда вы назвали Шахрая либералом, я так немножко поежился, да, то есть, это вот такой либерал с имперским оскалом. Вот. Никакой он, конечно, не либерал, и Ельцин никогда либералом не был. Ельцин сложная, очень противоречивая фигура. Это, безусловно, человек, он про власть. Причем, в общем-то, в известной степени он не очень хорошо понимал, какой характер этой власти и какие реформы. Он готов был поддержать реформы Гайдара, готов был поддержать реформы Явлинского, готов был поддержать реформы Скокова, то есть на самом деле диаметрально противоположные. То есть это был человек, который не очень понимал, что ему подсовывают, но главное, у него было великолепное чувство власти. И вот это ощущение власти у него было всегда, и до тех пор, пока он был, в общем, в твердой памяти. И поэтому, в общем-то, конечно, именно вот это и он, и его окружение, они упустили окно возможностей, которое было в конце 80-х, в самом начале 90-х, когда можно было что-то еще сделать со страной более-менее человекообразное. И, конечно, для этого нужно было ликвидировать КГБ, нужно было ликвидировать государственные средства массовой информации, нужно было много чего делать, и в том числе нужно было, конечно, действительно провести деколонизацию. То есть, но это означало существенное уменьшение, так сказать, территории, на которой распространяется твоя власть. И инстинкт власти здесь оказался, а инстинкт власти именно имперской власти, он оказался сильнее тех каких-то декларируемых либеральных принципов, на которые эта компания вся была способна. Поэтому была принята абсолютно самодержавная конституция, поэтому не был ликвидирован Комитет государственной безопасности, он был переименован, поэтому не были ликвидированы государственные средства массовой информации. Я очень хорошо помню свои беседы и с Гайдаром, и с Чубайсом, и с моим тогдашним коллегой Григорием Алексеевичем Явлинским. Все они исходили из того, что вот те инструменты удержания имперской власти, такие как Комитет государственной безопасности, такие как государственное телевидение, такие как самодержавная, по сути своей, власть, они не были ликвидированы по очень простой причине. Была логика такая, но то была плохая империя, нехорошая, коммунистическая. А сейчас у нас будет хорошая империя. И как даже в свое время Чубайс говорил о том, что мы строим либеральную империю. Да. Такое деревянное железо, да? Значит, жареный лед. Оксюморон. Либеральная империя. Мы строим либеральную империю. Построили. Почему-то получился фашизм. Это очень, парадоксальная такая история. Но вот если вы помните, то в 99 году, когда стал вопрос о престолонаследии, и стала формироваться группа Лужкова-Примакова от Отечества, и Шаймиев, Муртаза Рахимов, Руслан Аушев, по-моему, Кирсан Илюмжинов, главенствующий был Шаймиев, понятно. Ресурсов было больше, авторитета было больше. Они создали такую партию «Вся Россия». И потом примкнули к Отечеству, которое Доренко бомбила и называл «Отечество минус вся Россия».
И вот политический советник Шаймиева тогда, помните, был такой Рафаэль Хакимов. Наверняка вы с ним встречались, пересекались. Я у него спросил, зачем вы сделали ставку на Лужкова, который был откровенный имперец. Он, если помните, подкармливал и вот сепаратистов в Крыму и прочие десятки. Сказал, они поставили нам вопрос ребром. Мы придем к власти, вас сожрем окончательно. Так что, как бы, ну вот, выбирайте. И ставка была, ну, как мы тогда потом уже выяснили, проигрышная, потому что там Березовский со своим там Медведем и в будущем, который стал партией «Вся Россия», я извиняюсь, «Единая Россия», они переиграли Лужкова. Реально, на ваш взгляд, был ли в 1999 году та самая развилка, которая могла бы изменить и ход истории, и эту страну, или же все-таки выбирали между плохим и очень плохим? Нет, никакой развилки тогда не было. Был очень маленький шанс избежать вот этого. То есть, понимаете, сгущение фашистской туманности, оно уже было неизбежно. И был выбор между разными видами фашизма. Вот, потому что это зависит от личности, немножко зависит от характера тех сил, которые приходили к власти. Лужковский блок – это был блок, так сказать, такой, ну, я бы сказал, номенклатуры. Да, вот по таких крупных, еще старых партийных хозяйственников, связанных с, так сказать, красными директорами и так далее. То есть, это был блок в известной степени стагнации. Путинский блок – это были молодые волки, которые просто готовы были рвать добычу на части. И разница очень небольшая. Варианты были, развилки были, но они уже были внутри этого фашистского коридора. Ну, конкретно, ну, можно же сказать, что когда было голосование в 1999 году, голосование о выборах премьера очередные, то есть тогда, по сути дела, была решающая фаза операции «Преемник». В качестве преемника был уже выбран Путин, и его пробовали на эту роль преемника. Для этого он должен был стать премьер-министром сначала. Потому что с позиции премьер-министра только и можно было стартовать на позицию президента. И это было голосование. Парадоксальная история заключается в том, что необходимые голоса для избрания Путина премьером дал Григорий Алексеевич Явлинский, лично проголосовав за Путина и дав необходимое количество голосов. Там фракция «Яблоко» разделилась, но какая-то часть не голосовала, а какая-то часть проголосовала за Путина. И как раз необходимое количество голосов для того, чтобы Путин стал премьером, и с этой позиции уже стартовал на президента, дал Явлинский. Это удивительная история. Вот. В свое время мы несколько раз встречались с Григорием Алексеевичем, он пытался это объяснить, у нас были дебаты с ним накануне выборов в 2018 году. Вот. Ну, объяснял это очень неубедительно, но вот так. Такая ирония истории, что Григорий Алексеевич Явлинский, казалось бы, либерал, казалось бы, демократ, дал зеленый свет к дороге Путина и открыл дорогу вот этому, пожалуй, наиболее тяжелой формы фашизма. То, что в любом случае, конечно, никакой развилки не было, ну, стал бы, условно говоря, Примаков президентом. Да? Ну, я не знаю, была бы в этом случае вот та война, которая сейчас идет в такой форме, не знаю, это, знаете, сослагательное наклонение истории не предусмотрено. Но то, что в России пошла бы по, я бы сказал, по более костному,
менее динамичному пути к фашизму, это для меня совершенно очевидно. То есть Примаков и Лужков – это был вариант, ну, вряд ли лучше Путина. Вот. Может быть, менее безумный, менее агрессивный, но ну, в конечном итоге тоже версия фашизма. Фашизм бывает разный. Одно дело фашизм Гитлера, другое дело Салазара, третье дело Муссолини, четвертое дело франкизм. То есть это разные версии фашизма, но мне почему-то не нравится ни одна из них. Да, кстати говоря, как-то в Москве, я не помню какой год, 14-15, и вот в какой институт был, где университет, где то ли преподавал, то ли ректорствовал Гавриил Попов. Сейчас вот не помню. Какой университет, вы помните, наверное, она, по-моему, на Да, Кутузовском. конечно. По-моему, на Кутузовском или где-то находился. И выходя оттуда, туда, значит, заходил Лужков. Вот прям встречу к нам пошел. И я его видел в 99-м, когда он приезжал в Казань на Сабантуй, как раз-таки с Шаймиевым они там вели предвыборную кампанию. Действительно, человек, от которого исходил такой флюиды власти, вот просто вот такие. А здесь это был такой маленький человек, которого так уже, ну, узнавали, но уже так не сильно восторгались. И вот было видно, как он сдувался, по сути говоря. Собственно, вот если бы опять слагательное наклонение, история не знает такого подхода. Но все-таки, если бы этот человек старый действительно ушел бы, как и Примаков, да, может быть, генерация другая пришла, хотя, опять-таки, вряд ли с учетом того, что уже тогда чекисты стали все прибирать к своим рукам. Вот такой вопрос, Игорь Александрович, который волнует очень многих наших зрителей. В среде российской иммиграции, те, кто называют себя демократическими силами, очень неоднозначное отношение к представителям национально-освободительных движений. Вообще или не хотят обсуждать этот вопрос о независимости, о статусе, называют так пренебрежительно мамкины деколонизаторы, или говорят, будет вам какой-то правильный федерализм, будут вам школы, какие-то льготы налоговые, ну и на этом вопрос закрывается. То есть, ну, на моей памяти, может, 2-3 дискуссии было, ну, вот в одной я участвовал, по-моему, с Крашенинниковым. А по большому счету это вот заканчивается тем, что вот мы не будем обсуждать. А с чем это связано, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что имперство прежде всего имперство, то есть оно тяжело выходит, тяжело выдавливается. Все мы выходцы из Советского Союза в той или иной степени. Вот даже политэмиграция, что называется, унесли на подошвах своих сапог, своих ботинок, унесли это имперство. Никуда оно не делось. Представление о русском народе как о старшем брате, оно осталось. Да, люди себе открыто так никто не скажет, понятно, но все равно некая воспитанная, впитанная русской культурой, а русская культура носит имперский характер, безусловно, Да. и Пушкин, и Достоевский, безусловно, имперцы, и Тютчев, то есть тут вопросов нет. Вот. То есть тот или иной вариант имперства, он присутствует. Ну, кто-то выдавил его из себя, кто-то и не собирался этого делать, кто-то выдавил, но не до конца. Ну и что с этим делать? Это вот так оно и есть. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что не бывает национально-освободительных движений без национализма. Ну, просто так не бывает. Никогда не может быть национально-освободительных движений без национализма.
Национализм рождает национальных героев, которые в других народах воспринимаются, как правило, негативно. Как правило, негативно. Вот сейчас, только что мы были свидетелями того, что президент Украины Зеленский принял решение перезахоронить Мельника, Да. известного, так сказать, представителя украинского национализма на территории Украины. Ну и дальше, в конечном итоге, будет речь идти о других представителях украинского национально-освободительного движения. Это вызвало возмущение у очень многих. Это вызвало возмущение в Израиле. Я не знаю реакцию Польши, но я думаю, что и в Польше будет возмущение. Вот. Потому что для Украины, ну, по крайней мере, для значительной части Украины, это герой, это национальный герой. Для Израиля и для Польши это антигерой. И, понимаете, вот я, например, честно говоря, не вижу какого-то позитивного сценария развития этой ситуации. Потому что я всегда исходил из очень простой вещи. Историю надо оставить историкам. Ага, замечательно. Великолепная идея. Примерно такая же с точки зрения реализуемости, как идея построить Царство Божие на земле. Потому что недавно была конференция, попытка украинских и польских историков договориться, ну, по целому ряду спорных исторических моментов, таких как Волынь, например. Ну, у меня было такое ощущение, я смотрел материалы этой конференции, было ощущение такое, что большое человеческое спасибо, что не поубивали друг друга. Потому что степень, так сказать, абсолютной несовместимости позиций и, главное, нежелание пытаться говорить на языке науки, а не переходить на язык политики, было просто зашкаливающим. Кто тут, я не знаю, кто тут больше виноват, я имею в виду политики, которые пытаются приспособить историю для своих интересов, или историки, которые пытаются таким образом понравиться аудитории, так сказать, сделаться, ну, я бы сказал, такими любимыми историками для населения. Вот любимыми историками. Потому что, ну, есть история, есть, значит, folk history, да, лжеистория. Она есть у любого народа. Исключений не бывает. Ну, я не знаю, я, может быть, претендую на какие-то слишком широкие обобщения, но практически у любого народа есть мифология, основанная на, ну, как бы своем прочтении истории. Там, ну, понятно, да, у русского народа есть Мединский, есть Путин, который создает мифологический образ прошлого. Вот. У украинцев есть своя лжеистория. У тюркских народов есть своя лжеистория. То есть практически это присутствует везде. И попытаться, я точно знаю, что есть история как наука, но она не очень популярна. То есть она не дает возможности стать любимым народным историком. Народными историками как раз становятся те, кто создает комплименты, раздает комплименты своему народу. Говорит о том, что он всегда был самый великий, что он никогда не делал другим народам плохо, что все открытия мировой цивилизации принадлежат именно этому народу. И вот тогда, да, человек любой, ну, обычно, может быть, не очень образованный, такой средний уровень, или там, как говорят, глубинный народ,
расплывается в довольстве, говорит, да, ну вот я самый великий, потому что я принадлежу к этому народу. И мне не надо ничего делать, я уже самый великий, потому что я русский, или я украинец, или я там, не знаю, американец или еще кто-то. То есть это ну, такой закон жанра. Вот. А историк, который действительно работает серьезно над фактами, над установлением исторической истины, он не очень популярен, потому что иногда ему приходится идти гладить собственный народ против шерсти, а это мало кто любит. Да, это действительно так, и спасибо, что вы сказали об этом, мы всячески раз об этом говорим. Я сам дипломированный историк, и всячески раз предупреждаю наших людей, аудиторию, что история – это не так, как взял и прочитал газету. Это все-таки наука, и к ней надо относиться соответствующим образом. У нее есть своя методология, у нее есть свои внутренние законы. Но вот история является, да, действительно самым таким важным идеологическим инструментарием. Кстати говоря, здесь и вот столетие смерти Петлюры, как раз вот в эти дни, и где-то я на Deutsche Welle читал большую статью, там, посвященную ему, тоже вызывает разные эмоции. Я помню, уже где-то в начале 90-х я был подростком, но вот имя Петлюры начало всплывать. И вот тогда было непонятно, как к нему относиться, то есть его в разные стороны тянули, и такое, и сякое, и вроде и революционер, и вроде националист, и вроде там еще какой-то, там какие только ему не навешивали ярлыков. В общем, был ли он таковым, мы вряд ли узнаем, потому что все это интерпретация просто-напросто. И вот как раз про историю, Александр, в свое время Татарстан был действительно лидером в России по количеству докторов и кандидатов исторических наук. Ну, как я понимаю, в свое время сделали ставку, потому что все остальное было запрещено. И один деятель, который жил в Татарстане, но активно выполнял задания ЦК и Путина, скажем, путинского режима, он писал кляузы, что татары специально и Татарстан готовит историков для того, чтобы подготовить идеологическую базу для дальнейшего отцепления, отчуждения от единой неделимой матушки России. Ну вот, кстати говоря, я не знаю, смотрели ли вы или нет интервью Дугина и Собчак. Оно было очень таким характерным, где, Дугин вот активно продвигал вот этот вот достаточно мифологизированный нарратив о том, что мы лучшие, все против нас, и все те, кто против нас, они негодяи, сволочи и сатанисты. Вот это ведь тоже как бы создает, как вы сказали, ту самую платформу, базу для того, чтобы люди, даже которые вроде и не стоят на этих позициях, но не имея возможности иметь иное представление, да, то есть они в школе сейчас не изучают фактически историю, полноценно, потому что Мудинский является главным, как известно, идеологом этого всего. Я читал его книги, это «Смех сквозь слезы», к тому же еще и не он писал. Но вот как бы там ни было, может ли это сказаться на молодом поколении, которое, скажем, прямо еще и мало читает к тому же, да, и вообще будет отсечено от каких-то реальных представлений того, что из себя представляла Россия, Советский Союз и путинский режим? Да, конечно, это то, что сейчас происходит, это выстрел в будущее. Многие поколения, несколько поколений. Слушайте, 26 лет сидит Путин на троне. Это уже 2 поколения, так считают, можно считать 1,5 поколения. Это люди, которые родились при Путине, прошли политическую социализацию при Путине и, в общем, вышли во вполне уже взрослую жизнь, родили своих детей, которые тоже, в свою очередь, родились при Путине и начали воспринимать мир при нем, и не знают другого мира. Это люди, которые
в школе учились по учебникам Мединского. Это люди, которым в школе уже начали приходить, так сказать, вот эти упыри с СВО, и им предлагается делать жизнь с этих упырей. Это люди, у которых в школе присутствуют парты, значит, этих самых убийц, которые легли в украинский чернозем, неизвестно за что, и предлагается их каким-то образом чтить. Вот. Это люди, которые отмечают, вернее, празднуют 9 мая уже не как День Победы во Второй мировой войне, а как День СВО. Сейчас идет активная замена. Это, извините, вот такая вот своего рода, так сказать, замена победобесия. Уже победа не во Второй мировой войне, а празднуется победа на СВО над Украиной. То есть это люди с совершенно измененным сознанием. Причем я думаю, что степень изменения сознания, оно значительно более интенсивно идет, чем в гитлеровской Германии. Вот. Поэтому это серьезные вещи. И очень многие, когда говорят о российском населении, говорят о том, что ну да, вот со стариками уже все понятно, вся надежда на молодых. Да нет, на молодых, вот в том виде, в каком сейчас молодые растут при Путине, надежды нет никакой. Надежда на совершенно другое. До тех пор, пока Россия будет оставаться вот в этом состоянии, в каком она сейчас находится, со столицей в Москве, и граница с одной стороны с Польшей, а с другой стороны с Китаем, вот все, что происходит, оно будет происходить. Потому что имперство, оно порождается вот этим состоянием России. Я думаю, что имперство исчезнет, когда будет третий окончательный распад Российской Федерации. То есть Российская империя распадалась дважды, в 17 году, в 91 году, всегда это было внезапно. Как говорил Василий Розанов, Россия линяет в 2 дня, в крайнем случае в 3. И так было всегда. И вот Российская империя второй раз распалась в 91 году, и после этого она потеряла какой-то смысл. В чем особенность этого распада? Значит, распад Российской империи, Романовской империи, сопровождался заменой идеологии, потому что у Романовской империи была идеология. Это было в разном виде: православие, самодержавие, народность и так далее. Эта идеология была заменена коммунистической идеологией. То есть это было нормально. Вот есть империя, у нее есть идеология, которая удерживает ее в каких-то границах. Есть смысл какой-то. А вот особенность распада в 91 году заключался в том, что исчезла идеология вообще. У путинского фашизма, и в этом его отличие от гитлеровского фашизма, от муссолиневского, от Салазаровского, от Франко, у него нет идеологии, у него нет образа будущего. И поэтому в известной степени это вот как такой, знаете, петух с отрубленной головой бегает по двору бессмысленно. И вот уже сколько? С 91 года 35 лет бегает этот петух российский, двухголовый. Ну, помните, да, герб Российской Федерации, такая курица чернобыльская, двухголовая. И вот эта двухголовая курица бегает с обеими отрубленными головами. И отсутствие идеологии означает отсутствие какого-то плана будущего. Хотя это действительно так. Идеология – это какой-то текст, или много текстов. Это «Майн Кампф», например.
Это, например, труды Муссолини о фашизме. Это там, собрание сочинений Ленина, это манифест коммунистической партии, да, масса текстов, в которых описывалось будущее коммунизма. Ничего подобного нет ведь у путинского фашизма. Путин сам ничего не пишет, и не существует какого-то текста, который объясняет, а что же, собственно говоря, представляет собой будущее Российской империи в путинской версии. Этого нет. Вот, поэтому это бессмысленное существование, лишенное смысла, внутреннего содержания, оно может прекращено быть только в результате распада России. И в момент распада России появляется надежда на какое-то другое будущее. И тогда возникнет национальная идея у Татарстана, национальная идея у Якутии. Я вас уверяю, что будет национальная идея у Уральской Народной Республики, у Кубанской Республики, у Дальневосточной Республики, у Ингрии, у Башкортостана, у народов Кавказа. Появятся идеи. Они, скорее всего, будут очень разными, и, возможно, они будут не очень симпатичными. Возможно, что национальная идея Татарстана, она будет не очень симпатична, скажем, народам Ингрии. Возможно. Но вот сейчас Токаев, например, объявил Казахстан наследником империи Чингисхана. Ну, я не уверен в том, что это очень сильно понравится тем народам, развитие которых очень сильно затормозило, так сказать, завоевание Чингисхана и его наследников. Я думаю, что нет. Точно так же, как полякам не нравится то, что в Украине национальным героем считаются Мельник, Бандера и другие. Для Украины это национальный герой, для Польши это антигерой. Вот, так что мы стоим, я думаю, что на пороге очень интересных и динамичных явлений рождения каких-то серьезных национально-освободительных движений. То, что они не нравятся российским либералам, которые, может быть, считают себя либералами, но таковыми не являются, но это закономерно. Очень интересный пласт вы подняли, Александрович, потому что, по сути говоря, евразийскому континенту, ну, за исключением Западной Европы, заново придется проходить процесс нациостановления, нациостроительства. Кстати говоря, в одной из последних, не последней, но в одной из последних книг Фрэнсиса нашего Фукуямы, с которым так носились в свое время, у него хорошая книга была «Identity». Я ее прочитал, где он говорит: слушайте, вот мы вот ошибались. Он говорит: я ошибался. На самом-то деле процесс становления нации, национализма, вновь вхождение в центр общества вопросы религии, веры, они как бы вот нами не были как-то так предусмотрены. Мы считали, что как-то это все туда пойдет в какое-то такое светлое будущее либеральной демократии. И вот он признает, что вот эти темы, они до сих пор как бы неотчуждаемы, они в человеке сидят, как он говорит. Ну, я думаю, он не сильно знает, что происходит там на постсоветском пространстве, он, наверное, еще и закрепил свой тезис. И означает ли это, что нам придется пройти, ну, нечто, то, что прошло, например, в Европе в середине 19 века, то, что называется весной народов? Возможно, возможно. Вы знаете, я думаю, что вот обычно воспринимается, что нация и этнос – это, кстати, немножко разные вещи, но обычно воспринимается, что это что-то данное навсегда, что вот нация всегда равна себе. Это не так. Да. Существует процесс этногенеза и нациостроительства.
Вот. Этот процесс идет постоянно. Он иногда затухает, иногда, так сказать, нации и этносы застывают. Но бывает бурный процесс этногенеза. Вот, например, за последние 30 лет мы видели серьезный процесс формирования украинской политической нации. Вот он шел, и он подталкивался, очень сильно подталкивался российской экспансией. Вот. И сейчас сейчас уже сформировалась вполне себе мощная, серьезная политическая нация в Украине. А ее же не было. Когда распался Советский Союз, там было три, так сказать, идентичности, да, три этничности. Это советская, малорусская и украинская. Сейчас осталась одна украинская. Ну, практически, да, то есть остальные как-то, они ушли в тень, спрятались, может быть, и очень сильно сократились. То есть процессы этногенеза и строительства нации, они идут, и я думаю, что после распада Российской Федерации они пойдут очень активно. Не всегда это будет иметь очень симпатичный для соседей характер. Ну, что делать? Это так выглядит. Национально-освободительная война и национально-освободительная борьба, она рождает героев всегда не очень симпатичных для окружающих. Ну, я не знаю. Знаете, я все-таки сторонник подхода Спинозы к таким вещам. Не плакать, не смеяться, а понимать. Вот по поводу того, что герои национально-освободительной борьбы не всегда имеют приятное выражение лиц для окружающих народов, по этому поводу я предлагаю понимать, а не плакать и не смеяться по этому поводу. Да, именно так. Что ж, Игорь Александрович, спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что вы поделились с нашими зрителями, своими мыслями, своим опытом, и опытом в том числе взаимодействия с Татарстаном, с татарским миром. И я надеюсь, мы с вами дальше будем общаться и на эти вопросы, и на актуальные политические. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Удачи вам, берегите себя и искренне желаю народу Татарстана не просто суверенитета, а созданию, вернее, возвращению собственной государственности. Удачи вам. Спасибо, аминь.